Если что-то не совпадает, значит что-то нужно делать. Во-первых, у вас должен быть X-лидер. Но глядя на Николая, я точно могу сказать, что это X-лидер. Он не просто говорит, он дает обещания. И я вчера встречался с его командой, и он подбирает команду для того, чтобы этот рост был. Поэтому, если вы не X-лидер, вам точно нужно как-то с собой что-то делать. Или, как собственнику, отойти в сторону и найти наемного менеджера, который вы будете мозгом, а он будет руками, он будет драйвером, он будет все приводить в движуху. Второе. Нужен растущий рынок. Ну, если честно, я видел, конечно, компании, которые росли на падающих рынках. Но это так себе удовольствие. Ну, вот смотрите, когда, вы знаете, у меня есть издательство «Ман, Иванов и Фербер», это одно из самых крупных издательств деловой литературы в России, и мы работаем на сжимающемся рынке. Мы даже немножко растем, но невозможно расти X, там, не знаю, мы не можем вырасти в 2 раза, мы не можем вырасти в 10 раз, мы можем вырасти на 10, на 20, на 30%. Это будет вызвано тем, что мы либо найдем новый сегмент, в который растет, но, предположим, мы такой сегмент нашли, это проза и это комиксы. И, предположим, мы будем отжимать что-то, какую-то долю конкурентов. Поэтому, если вы работаете на растущем рынке, молодец. Если вы работаете на падающем рынке, подумайте про диверсификацию. Так экономисты называют переход с одного рынка на другой. Дальше, ресурсы. Я не буду сейчас вдаваться в перечисление ресурсов, но по большому счету любой руководитель должен понимать, любой собственник, что если у вас нет необходимых ресурсов, то, соответственно, это очень плохо. Вам будет не хватать то IT, то вам будет не хватать денег, но у вас есть АЭП, то вам не будет хватать людей, то вам не будет хватать еще чего-то. В общем, подумайте сначала, какие ресурсы вам нужны, и подумайте, где вы их будете брать. Следующий совет, здесь немножко задержусь, вам нужно создать формулу успеха. Что такое формула успеха? Формула успеха – это то, что отсекает лишнее ненужное, то есть часто мы делаем какую-то ерунду, которую делать не надо. Второе, она фокусирует компанию, и если компания фокусируется на каждом главном направлении, вы можете получить необходимый вам результат. Еще раз, формула успеха бизнеса. Сначала ты задаешь себе вопрос, в чем будет измеряться мой успех, предположим, это увеличение дохода, увеличение прибыльности, а потом ты задаешь себе вопрос, а как я это получу? Поднимите, пожалуйста, руку, у кого, кто представитель ритейла. Это тогда, когда вы магазинчик, фитнес, кафе, булочная, парикмахерская, салон красоты. Есть тут такие бизнесы, микробизнесы? Хорошо, смотрите, я вам просто покажу пример, да, это пример. Я много работаю с рестораторами, и это вот формула успеха одного из моих приятелей, у которого ресторан. Входной поток больше. Ну, то есть, если у вас нет входного потока, бизнес загибается. И первое, над чем должен биться бизнес, это увеличение входного потока. Неважно, какой у вас бизнес, даже если вы работаете 100% онлайн. Второе, должна быть высокая конверсия «зашел, купил». Ну, вот буквально неделю назад мы были с женой в одном ресторане, мы сидим, садится рядом с нами пара, открывает меню, потом закрывает меню и уходит. Ну, что-то им не понравилось. Меня часто спрашивают рестораторы, а что в этом случае делать? Ну, во Франции, предположим, придумали очень здорово. Когда во Франции вы заходите в ресторан, пара заходит, да, мужчина и женщина, вам дают меню, но это два разных меню. Разные меню у мужчины, одно меню у мужчины и другое совершенно у женщины. Знаете, чем они отличаются? Да, у женщины нет цены. Ну, то есть женщина гуляет там, не знаю. А мужчина мужественный, он как бы вот сидит и выбирает. Дальше есть еще один прием, я думаю, что можно его практиковать. Если вы заходите в ресторан и говорите, мне, пожалуйста, меню, вам сначала приносят аперитив. Если кто-то не знает, это крепкий алкогольный напиток, который выпиваешь в самом начале своей трапезы. Ну, вы такой, хоп, выпиваете аперитив, тут вам приносят меню, вы такой, но уже вы выпили, уйти нельзя, и плюс вы стали смелее. То есть, еще раз, если вы не знаете, что делать, подумайте, посмотрите, подглядите. Ну, то есть, вот я всегда, когда слышу, а я не знаю, как это делать, или это невозможно, еще когда слышу ответ, и это невозможно сделать, все возможно. Просто мы еще не думали. Третье, нужно работать над повышением среднего чека. Четвертое, нужно работать над тем, чтобы было больше повторных визитов. Но если у вас есть клиентская база, и эта клиентская база к вам не приходит за повторными покупками, это нехорошо. Ну и пятое, это не очевидно для очень многих бизнесов, клиенты должны становиться вашими фанатами и вас рекомендовать. Недавно ко мне пришла девушка и говорит, я эксперт по личному бренду, помогите мне сделать свою форму, мою форму успеха. Вот ее формула успеха. Раньше у нее был один продукт. У любой компании, которая работает с монопродуктом, с одним продуктом, всегда будут проблемы. Поэтому нужно стараться, чтобы у вас было как можно больше продуктов. Второе, у вас должна быть выше стоимость услуг, над этим тоже нужно работать. И третье, у вас должна быть выше узнаваемость. Я еще произнесу эту фразу, но когда вас не знают, у вас не покупают. Пятое, смыслы. Значит, вот это очень важный момент.
должны обязательно у компании и у собственника, и у владельца быть смыслы. Смыслы могут выражены быть в миссии. Я не знаю, есть у вас миссия или нет, мы сейчас на это посмотрим. Второе, миссия может быть выражена в большой амбициозной цели. Американцы называют ее бихак. Большая амбициозная волосатая цель. Либо она может быть выражена в икигай. Икигай – это у японцев термин. Я 3 года работал на японскую компанию Коника, много каких-то умных словечек японских знаю. Икигай – это цель, ради которой вы по утрам встаете с кровати. Ну, то есть холодно, нет солнышка, пурга, снег, минус 60. Вы все равно встаете, потому что у вас есть икигай. Так вот, когда у вас есть миссия хорошая, драйвящая, когда у вас есть икигай, когда у вас есть бихак, большая амбициозная волосатая цель, вы двигаетесь к цели. К вам присоединяются сотрудники, потому что им нравятся бизнесы со смыслом. К вам присоединяются клиенты, потому что среди компаний без смыслов и со смыслами, она, конечно, выбирает, любой клиент выбирает компанию со смыслами. Поэтому еще раз, обрастайте смыслами. Поднимите руку, у кого есть миссия. Давайте я вам оставлю чек-лист, вы потом по нему свою миссию проверите. У меня есть хобби, я обычно своим клиентам помогаю проверить миссию, сделать ее лучше, но, собственно, это делается вот по этому чек-листу. Следующее, у вас должна быть стратегия. Видите, Николай сказал, что банк разрабатывает стратегию на 3-5 лет, поэтому должна быть у вас стратегия. Что такое стратегия, если не вдаваться в сложности? Это путь из точки А в точку Б. Компания точно должна понимать точку А, она должна точно понимать точку Б, и она должна найти самый лучший путь из точки А в точку Б. Вот это стратегия. Дальше. У вас должны быть драйверы роста, и вы должны их понимать. Ну, у каждой компании есть драйвер роста, не каждая компания это понимает. Одно время я работал в одной компании директором по маркетингу, у нас шел директор по развитию, и меня сделали тоже директором по развитию. Я в этой теме покопался. В общем, я нашел только 4 драйвера роста, они перед вами. Компания никак больше расти не может, только через эти направления. Вы можете развивать продуктовую линейку, у вас есть один продукт, вы сделали продукт и услугу, или сделали 2 продукта. Вы работаете в одном районе Якутска, вы стали работать в 3 районах Якутска, вы работаете только в Якутске, стали работать в Хабаровске, вы работаете с 10 клиентами, увеличили количество клиентов, их стало 20-30, то же самое можно сказать про партнеров. И последнее, что вы можете сделать, вы можете вырасти через каналы продаж. Что это такое, чуть позже расскажу, но если кто-то уже понимает, что такое каналы продаж, это хорошо. Все. Так вот, что я сделал, когда работал директором по развитию, я устроил стратегическую сессию в нашей команде, я показал, что у нас есть что-то, что у нас уже есть, и у нас есть направление, в котором мы можем пойти, и, собственно, все стратегическое развитие сводится к тому, что вы задаете себе вот эти 12 вопросов. Все. То есть нужно, ну, не знаю, сесть, взять чайник чая и позадавать себе вот эти вопросы. Но самое главное не только позадавать, но и найти классные ответы. Вот и вся стратегия. Дальше, клиенты. Здесь можно говорить бесконечно долго, но клиенты – это основа маркетинга, клиенты – это основа любого бизнеса, и поэтому здесь нужно понимать, что чем больше и лучше вы знаете своих клиентов, тем больше будет ваш X. Многие люди не знают своих клиентов. Я часто говорю собственникам, идите общайтесь как можно больше со своими клиентами. Вставайте в их ботинки, становитесь клиентом своего собственного бизнеса. Но вообще, на самом деле, я могу бесконечно долго говорить на эту тему, ну, если точнее быть, 4 часа я могу говорить на эту тему, я как-то выступал на эту тему 4 часа. Я просто выборочно покажу некоторые моменты из своих слайдов, ну, вот это как раз поговорить хочется, но некогда, очень много полезного контента, но просто хочу это вам оставить. Какие бывают клиенты? Во-первых, клиенты бывают внутренние, клиенты бывают внешние. А внутренние клиенты так лучше. Ну, не, честно, без света лучше. Во-первых, будет менее жарко, а если меня кто-нибудь слышит, человек, который руководит светом. Было бы здорово, если бы вы его выключили. Ну, во-первых, мне бы так не светило на глаза, и не было бы так жарко тем людям, которые сидят под лампами. Итак, клиенты бывают внутренние, клиенты бывают внешние. Внутренние – это ваши сотрудники, внешние – это все, начиная от агентств, которые с вами работают, и заканчивая фондами. И если мы там перейдем на английский язык, есть еще такая категория клиентов, как Friends and Family. Friends and Family – это друзья и члены семьи сотрудников. Поэтому, что я рекомендую, пройти по этому чек-листу от начала до конца и задать себе вопрос, а какой клиент из этого списка для меня самый главный? Все время я работал в компании, это была швейцарская компания Сибагеги, мы привозили в Россию и продавали здесь фермерам средства для обработки семян, фунгициды, гербициды, инсектициды. И, собственно, я всегда считал, что самый главный наш клиент – это фермер. Но оказалось, что самый главный наш клиент – это сертифицирующий эту продукцию институт,
потому что если он ее не сертифицировал, мы ее не могли продавать. Поэтому мне, помимо того, что я выстраивал отношения с фермерами, с сельскими хозяйствами, мне приходилось очень сильно выстраивать отношения с регулирующими организациями. Поэтому еще раз, не ошибайтесь. Работая с клиентами, не ошибайтесь, точно понимайте, кто ваш клиент. А сейчас я вам покажу еще один очень важный слайд, и это еще более полезный слайд. Здесь вы видите роль клиента. Понятно, что клиент покупает, это очевидно. Любой ваш покупатель, он покупает. Ну, как бы я здесь не открыл никаких намерений. Но, помимо того, что он покупает, он может давать вам обратную связь. Мы еще с вами затронем книжку «Фидбэк». Это книга про получение обратной связи от ваших клиентов. Есть 46 каналов, и было бы здорово, если бы вы использовали их по максимуму. Клиент может быть вашим опционером, то есть он может претендовать на распределение ваших доходов, если он вносит вклад в получение дополнительных доходов. Клиент оценивает покупателей, продавцов и решения. Клиент поддерживает новых клиентов. Это очень принято в компаниях, которые занимаются производством игр. Они часто, запуская новую игру, не справляются с технической поддержкой новых игроков. И тогда те, кто был фанатом и разбирался в предыдущей версии, готовы, ну, как фанаты, да, помочь новым клиентам ответить на их вопросы. Клиент может придумывать. Мы очень часто просто не привлекаем клиента для того, чтобы он что-нибудь придумал. Клиент может продавать. Вот здесь кажется, что я ошибся. Ну как может клиент покупать? Ну это понятно. А как клиент может продавать? Вот вы, наверное, мне не поверите, у меня есть книга «Продает каждый», про это можно там прочитать. Есть 14 способов, чтобы клиент стал продавцом. То есть вот у вас у всех есть покупатели, которые покупают, но при этом 14 способов есть покупателя сделать продавцом. Я сейчас не оговорился. Дальше. Клиент может вас рекламировать. Ну, то есть он действительно может вас рекламировать, вы можете сделать с ним рекламный контракт, это будет лучше, чем если вы сделаете рекламный контракт с какой-то звездой. Вы прямо реально находите клиента, которого у вас есть в клиентской базе, похожего на вашего целевого покупателя, и с ним заключаете договор. Он же похож на вашего идеального среднего клиента, поэтому он будет прекрасен для продвижения вашего продукта или услуги. Клиент может вас рекомендовать. Вот давайте я вам дам полезный совет, это маркетинг без бюджета. Когда я как консультант работаю с какой-нибудь компанией, они просят меня увеличить узнаваемость, увеличить продажи. Первое, что я им рекомендую, это попросить клиентов вас рекомендовать другим клиентам. Мне кажется, что очень много компаний не делают этого. Мы еще эту тему затронем, но это прямо вот не знаю, как говорят консультанты по маркетингу, низко висящий фрукт. Дальше, клиент может создавать. Это придумали первыми в компании BMW. Они поняли, что они все покупатели машин одинаково профессиональные. Есть определенная группа покупателей, они их назвали Advanced Users, передовые пользователи. Это профессиональные водители, это владельцы автогаражей, это гонщики. У этих ребят определенные требования к машинам, и у них есть идеи, с помощью которых машину можно было бы сделать лучше. И если они предлагали BMW какое-то нововведение, BMW в качестве подарка дарила новую машину со словами «Спасибо большое, мы реализовали вашу идею, вот, пожалуйста, наслаждайтесь этой машиной». Вопрос. Если бы сейчас любой автопроизводитель, которым вы пользуетесь, сказал бы вам: ребят, предложите нам идею, и если мы идею вашу внедрим, мы точно подарим вам машину с этим нововведением, нам не жалко. Вот кто бы сейчас давал обратную связь своему автопроизводителю? Поднимите руку, честно. Да ладно, ну все бы давали за халявную эту машину. Вот ровно то же самое попробуйте развернуть в сторону своей клиентской базы. Что-то базе пообещайте своей клиентской и посмотрите на те улучшения, которые они вам будут предлагать. Кто предложит, прям пошлите его обязательно. И последний, клиент может выступать в качестве тайного покупателя. Мы очень часто бьемся над тем, чтобы организовать процедуру тайного покупателя, кого-то нанять, но это не надо сложно, это всегда дорого. Но можно любого покупателя, который приходит к вам, сделать тайником. Ну, то есть реально можно его сделать тайным покупателем.